Ну что говорится, Батькина, тебя не удивляет, что неделя как официально охота открыта, а я даже палец о палец не шевельнул, что на охоту не поехал. Да, я думаю, что не едешь, когда уже поедешь? Что, утки еще не выросли. Вот, самое главное. Правила, в городах придумывают люди, которые природой вряд ли стыкуются, только когда браконьеры сами ездят, малолеток стрелять. На 2 недели позже весна наступила, там снег, лед, морозы были весной. Во! Шик-модерн. 12 мая. Весновка закончилась, и мы дома. А погода за окном все такая же. Легкий морозец и снежок. Как и в начале мая. Мало из уток кто выжил, а кто выжил, они как цыплята еще плавают. Летать не могут. Это что, один тенчик только остался с выводка. Наверное, все-таки весной померзли первые гнезда. Тут он как цыпленок маленький. Тут к нам невзначай попался. Сейчас мы его посмотрим, отпустим. У него ни крыльев, ничего. Все-таки весной аккуратно. Первые гнезда померзли, потому что весна запоздала на 2-3 недели. Начало августа, вот, малыши, цыплятки, коротыши. Посмотрела? Ну, пускай. Пускай. Какая охота. Поэтому За грибами. за грибами. Надо время в пользе провести. Во, развлекаемся. Ну что? Но я вперед. Ну, я знаю, соревноваться не будем, да. Бесконечно. Бесполезно. С тобой. Спасибо. Ну, давай. Надеюсь, не потеряешься. Я тебя жду, Сережа. В каком смысле? Ну, ты обход сделаешь по другим этим и найдешь меня? Ха-ха. Ну, ладно, надеюсь. Конечно, тут Нифига. было. Слушай, мы не виделись 7 минут. Это что? Когда ты успела-то? Ну вот, пока шла, пока тебя ждала. Я велосипед засунул в лес, подошел. Уже все, уже. Ну, пол-ведра нету, но треть. Одна Однако. треть есть. Дождь был позавчера. То бишь, это что? Столько успела вырасти за 2 дня? Это да. Белые попались, небольшие такие вот. Они, которые небольшие, они все целые вот такие. Вижу, да. Однако. Что, пошли? Ну, как скажешь. Командуйте, мадам. Какую степь? Пойдем вдоль бугра этого пройдемся. Во, я под осинную вроде увидел первый гриб. Сам нашел. Где? Вот. Покажи, Сережа. О, Придется что, доставать ножики и ведро? так у тебя 2 штуки. Ясно дело. Я не балуюсь понемногу, я сразу по многу. Ну дай ножик, что ли. Красавец. Вот, чистенький. Чистенький, да. Давай. Да, конечно. Ладно, да. Ты, главное, счет не забывай, сколько ты это. Что увижу, все мое. Ну, это достижение, конечно, что ты Вот, аж 2 штуки сразу нашел. чистенький, свеженький. Вон, смотри, сразу почти ведро стало, на. Так. Если грибы жарить, что, пиво придется купить? Как перестали попадаться? Я подошел и сразу вон грибы. Сам нашел, ты нашла. Во, первый увидел. Слушай, как думаешь, мне ведро доставать не пора? Пора. Не знаю, как у тебя, у меня червивый. На, проверь. Вытаскивай ножик уже. Ну, целый. Целый? Ну, с ножиком все могут, а без ножика попробуй. Только профессионалы. Ну что, антикомарин надо? Ой, где? Ну, в боковом кармане, там нащупай. Комары тоже божьи твари, им тоже питаться надо. Да, ты вчера вроде ничего, сейчас вся. Мы, когда с дома пошли, плюс 11 было. Поэтому прохладно, поэтому я вон рукава спустил. Да, все. Ну, надеюсь, в ближайшие час-полтора меня не будут кусать. Все, я пошла, Сережа. Куда не знаю, кругом лес. А кто обратно засунет?
Да, пожалуй, в этом году и с брусникой все окей. Явно есть урожай, есть. Есть брусника, есть. И в принципе не слабая. Ладно. Рановато собирать ее. И гриба, супер гриб. Подосиновик. Сереж, это чьи следы? Нормально. Миш, ну, медведь, конечно. Можно ли назвать экскременты медведя следами, не знаю. Ну, пускай следы, капитальные следы. И не слабый вообще-то товарищ. Много ягод ест, поэтому кишка долго не задерживается добро. Медведя привлекло то, что здесь кругом брусники. Я даже не знал, что тут брусники столько бывает. Да. Рядом с поселком. Вон объелся и переваривать. Все ягоды и не жевал даже. Это ведь не старые, да? Абсолютно не старые. Они даже слабо подсохли, только вон самые края подсохшие. Еще влажные. Ну, сутки прошли. Если недалеко поспала, значит где-то недалеко. А что значит? Ничего не значит. Значит, Рядом ходи со мной. во! Сейчас ножик достану. Против медведя этот мой ножик практически оперативный, как мертвому припарка. Ну, зато, Для самоуспокоения. да, для твоего успокоения. Ну что, поделиться грибочком? Да ложи уже, ложи. Какой четвертый Так гриб? обрежь. Я уж не помню, много было. Ой, ну немного, Сережа, немного. Вот, смотри, абсолютно свеженький. Класс. Ладно. Раз он сытый, значит, нафиг ему люди. Или как думаешь? Я ничего не думаю. А, Думаю, быстрее бы грибы собрать и домой пойти. ну. Да ты что, знаешь, как интересно, когда медведи рядом. Ладно, согласен. Ты этого красноголовика, подосиновика ты увидела? Согласен. Красавец. А вон рядом, это я увидел. Вон рядом, вон. Да я поняла. Лариса Батькина с ножиком ушла. Ну, значит, мой красавец. Слушай, на, к себе. У меня-то там еще все, и ножик там. Не обрежешь? Во вообще. Медведя увидишь, крикнешь, я прибегу, сниму. Я вдоль болота пройдусь немножко. Ну что-то здесь будет или не будет? Сейчас посмотрим. Так, а вот это точно интересный след. О, капитально. Явно медведь по размерам, как вырывал эту яму. Какая-то нора, скорее всего, была. На это все было до дождей. Следы дождя. Ладно, в нору глубокая не полезем. Ну, где-то ходит товарищ. Так, камеры ко мне. Ну что, готов к лету? Готов. Ну, посмотрим в сторону болота. О, ну не совсем болото, ладно. Да, в таком лесу, блин, где тут медведя можно увидеть? Вопрос интересный. Так, мы в принципе от поселка очень близко. Напрямик тут, не знаю, полкилометра будет, не будет. Ходишь тут, людей пугаешь. Миша, не борзей. Ну, хоть на поселок посмотрим изначально. Ну, наш лесной поселок. Так, не понял, помехи компаса появились. 150 метров. Нет, высоковато, конечно. Опустимся. Сейчас опустимся и пролетим над местами, где тут брусника. Так, 100 метров. Ну что, потихоньку полетели. Так, какое-то черное пятно мелькнуло. Ну, тут глаз ватерпас надо иметь. Что там за черные пятна мелькает? Да. Где лезть чуть погуще,
увидеть проблематично. Ладно, какие-то черные пятна мелькают. Не знаю, что это такое. Дома посмотрю. Смотрю с высоты 87 метров. Так, а давай мы посмотрим другой берег болота. Тут преобладают елки, а в елках как ты это разглядишь? Тут можно партизанить, будь здоров. Возврат домой. Ну, давай садиться. В тайге увидеть, ой-ой-ой. Даже крупного зверя хрен увидишь. Раз медведей не увидел, сейчас немножко пройдусь. Местность, в принципе, хорошо видно. Болото, лес. Ну а зверя, если только в тундре разглядывать. В тайге замучаешься увидеть. Вынимал ножик, вешал на груди. Второй не попадает, обратно в рюкзак засунул. Грибов, конечно, повылазило тут после дождя. Только все это не то. Ух ты, белый гриб старый. И червивый. Извиняюсь. Ты что нашел, увидела? Ну вот, Сережа, ты тут кусал, сидел. Да, закусил. Я тут минут 15 сидел, оглядывался. Вот один гриб. Ой, самый маленький. Самый маленький на сегодняшний день. И вот там второй. Ну дай снять, подожди. А знаешь, что меня оправдать может перед женским народом? Тут две девушки мимо меня прошли в 5 метрах. Я думаю, сейчас если я кликну, спрошу, как грибы попадаются, нет. Думаю, завизжат со страху, а у меня барабанные перепонки лопнут. Думаю, ладно. Короче, прошли и не заметили. Ну как считаешь, твоя тихая охота на грибы удачно? Удачно? А что нет-то? Нормально, первый сорт. Да. А моя тихая охота на медведя, сейчас я потом приеду домой, посмотрю. Я там квадрокоптером порыскал по лесу, потому что там и следы были, и какашки эти. Чтоб тебя не пугать, я про следы не рассказывал. Там мягкие следы, я по ягелю он ходил. Там мягкие такие круглые следы тоже были. Там, где ягоды, где брусника. Понятно. Может, Нормально. увижу медведя и вообще вот так, как копанная встану и... Так правильное действие, бежать ни в коем случае нельзя. Бежать это опасно просто. Все шансеты, довольны, ягоды объелся. Насчет грибов. Собрали и ладно. Все, Ладно, пойдем домой. поразвлекались. Да. Что-то поздновато за грибами. Ягоды собрать. Потом Поздно прихожу. Я где-то в 8 только выхожу с лесу. А, До 8. понял, серьезный товарищ. А вы что это? Я не понял. Тут осталось-то под горку так на велосипеде. Ну, накатался, устал, сейчас 5 секунд перекур. У вас тоже, я вижу, рюкзак-то. Ну, есть это самое. Там чего? Ну, ведро грибов. Много грибов набрали. Ну, мы больше ведра не собираем. Да? А вы не поздновато в обед поехали. А мы? Нам какая разница? Ну да.